Хочешь услышать самый годный трек? Вот он. О, здорово, ребят! С вами Дугерман, и вы смотрите Братьян 7. А конкретнее это Sunny Time. Sunny Time, друзья, смотрим, радуемся и веселимся. Надо бы доску тут как бы изменить, поменять. Что-то как-то с прошлого выпуска ничего не поменялось. Сейчас... Так. Пожалуй, только это уберем. Фух. Но... годится. Ну что ж, друзья, новый Sunny Time уже выходит очередной раз. Вы его уже посмотрели, вы его уже смотрите. А если не посмотрели предыдущие ролики, бегом смотрите предыдущие ролики. И я подожду вас здесь. Вот, реально, если не посмотрели, то лучше сходить посмотреть. Там годнота. Ну как сказать годнота? На самом-то деле я ничего особенного-то не делаю, просто хожу, рассказываю о том, о сём, да, делаю всякие там влоги, да, пытаюсь, по крайней мере, делать. В этом же выпуске мне бы хотелось бы рассказать о себе. А конкретно один мой друг посоветовал рассказать о себе в 50 фактах. Я Дугер. Ну ладно. Я торможу. Как ни странно, но да, я торможу сейчас, как вы видите, я прям, башка капец плохо варит, ё-моё. Мне еще 48 факторов надо рассказать о себе. Капец. Я стараюсь быть хорошим человеком, да, я стараюсь быть хорошим человеком. Не со всеми это выходит, но действительно я стараюсь быть со всеми как бы дружелюбным, честным, откровенным и вот, собственно, вот так вот, да. Четвертый факт. У меня классная футболочка. Точнее, это не футболочка, это хоккейная форма. Раньше я ходил на хоккей. А это, кстати, пятый мой факт. Я когда-то в детстве, когда я был шестиклассником, ходил на хоккей. Гонял, короче, шайбу туда-сюда клюшкой. Клюк. Как вы уже догадались, я был школьником. И седьмой факт, я также был лицеистом, учился в рес-лицее и как бы просто в школе. Типа, лицей и школа, это, оказывается, не одно и то же. Типа, люди думают, что это вроде как одно и то же, да? Но это вообще не одно и то же. Ну ладно, я сейчас не про образование буду говорить, я рассказываю факты о себе. Я люблю покушать, но покушать-то любят, наверное, все, так что это, наверное, не считается. Хотя нет, все-таки считается, кто-то ведь нереально не любит кушать. Серьезно, я видел таких людей, которые не любят кушать. Они вот видят еду, да, и они... Сейчас, хотите, глаз зачесался. Есть люди, которые реально не любят кушать. Я таких видел, я таких знаю. Они у меня буквально на факультете учатся. Они когда видят еду, они воспринимают его как должное. То есть то, что тебе как бы надо съесть для того, чтобы просто жить. А, не знаю, вкуса счастья они, наверное, как-то не ощущают. Что я еще люблю? Целовать жену, пока течет мой любимый кетчуп. Ладно, это можешь не вставлять. Я люблю подписчиков своего канала. Да, всех вас люблю, да, вот, всех. Люблю также и хейтеров моего канала. А таких нет, больше нет. Я чуть-чуть скромный. 12-й факт является тем, что я шутник. Я, кстати, не суеверный, вообще не суеверный. Я не верю в плохие приметы, верю только в хорошие. Это, наверное, немножко связано с тем, что я атеистичен. Что, наверное, кстати, может быть, является 14-м моим фактом, да? Я люблю пить воду. Вода — это все. Выходит, что я минимум на 70% люблю всех людей на Земле, потому что они как бы на 70% состоят все из воды. А я люблю воду, как бы вы только что видели, да? 19-м фактом наверняка послужит то, что я творческий человек. Стараюсь провести свою харизму там, где она нужна. У меня довольно-таки корявый почерк. Нет, это не связано с тем, что, типа, у корявых людей... Ой, знаете, что говорят же, что у людей, у которых корявый почерк, да, мыслительный процесс довольно-таки быстрый, да? Нет, у меня просто корявый почерк. Я говорил о том, что мне трудно себя анализировать. Это считалось за факт, да? Короче, 21-й факт. Плохая память. Я... очень быстро говорю.
Серьезно, вы заметили, что я порой могу говорить очень быстро, прям реально, как ускоренно. Я картавый. Если вы внимательно слушали вообще меня, то заметили, что я плохо выговариваю букву «р», потому что это, блин, моя фишка. Серьезно, когда-то я даже ходил к логопеду для того, чтобы избавиться от этой картавости. Но потом, поразмыслив, я подумал, что картавость, блин, это очень круто. К тому же моя картавость не так заметна, потому что я довольно-таки быстро говорю. И этого никто не замечает. Если даже прислушаться, то картавые люди, они довольно-таки, как говорят вообще все люди, да, они привлекательны, да, и это еще один факт. Мой любимый цвет желтый. Да вообще, в принципе, все цвета, но желтый он все-таки является как-то выражением меня, да, то есть как бы светлый, яркий, такой чистенький, да, такой. Еще один факт. Порой у меня маленький. Как вы живете с маленьким? Маленький словарный запас. 25-й факт. У меня очень много одежды. Так как-то судьбой сложилось, что у меня довольно-таки большой гардероб вещей. И нет, я не хожу вообще никуда не шопиться, да, то есть я не закупаю как бы еще себе вещичек. Просто как-то мне то ли дарят, то ли как-то мне достается, не знаю, может по наследству. Я очень люблю напиток Vanilla Flight. Vanilla Flight, блин, это, божественный напиток. Он продается только в фикс-прайсе. А фикс-прайсов у нас в Кызыле, кстати, уже 3 фикс-прайса, да. И если что, ребят, у меня скоро день рождения, имейте в виду. И следующий факт. День рождения у меня 24 января. Так, чтобы вы не забыли, на всякий случай, имейте в виду. Я являюсь большим фанатом «Звездных войн». Я посмотрел не только, всю франшизу оригинальной трилогии, приквела, сиквела, да, ну и 3 сериала, то есть «Войны клонов», «Повстанцы», «Сопротивление». Дурацкий, кстати, сериал по «Сопротивлению», вообще не советую его смотреть. И, кстати, скоро выйдет классный сериал «Мандалорец», вот, тоже от «Звездных войн», в общем, от Лукасфильма, да, точнее, если правильно сказать, от Диснея, да, чертов Дисней, все выкупил Дисней! Я довольно-таки хорошо интересуюсь киноиндустрией. В свободное время стараюсь как бы смотреть, что там нового выходит вообще в кино, в мире кино. Это, наверное, связано с тем, что когда-то давно я мечтал стать режиссером. И, кстати, еще один факт. После школы я не хотел поступать в свой университет, да, в котором сейчас учусь. Я хотел поступить в ГИК. Какой-то к черту ГИК! Российский государственный институт кинематографии. Где я, конечно же, с треском провалил экзамен, да. В общем, там, вылетел, да, но мне вот столечка не хватило, вот столечка. Побыв там, я немножечко все-таки для себя накопил базовый опыт, да, который, наверное, все-таки нужен, да. Мне предлагали, типа, вернись в следующем году и так далее, но нет, видите, я остался здесь, в ТГУ, где, кстати, я стал сейчас малым ректором. Еще один факт, кстати, я же классно танцую! Мало кто об этом знает, потому что, ну, блин, я просто перестаю уже танцевать. Как бы возраст уже, мне скоро 21. 21. Я люблю классическую литературу. Прям обожаю свою классическую литературу. Классическую русскую литературу. И нет, я не понтуюсь, как бы это реально действительно факт. Я не люблю читать что-либо другое еще. Мне нравится классическая литература. Еще один факт. Я обожаю также космологию. Космологию, вообще, как бы науку о Вселенной, да, и там о пространстве, о времени и так далее. В общем, эта тема меня очень завораживает. Я тоже многим этим интересуюсь, читаю, смотрю, даже, блин, на канале в ютубчике, блин, подписан на все подряд, что связано вообще с космологией, тематика, там, теории струн, да, и код Шрёдингера, да, и как бы гравитация, и четвертое измерение. В общем, во всей этой теме я, в принципе, шарю. Я довольно-таки целеустремленный, стойкий, да, если я принял вот этот удар на себя, вот эту вот ответственность, да, значит, я должен поставить его до конца. Конечно, не всегда у меня это получается, но я стараюсь, блин. Прямо сейчас я должен, по идее, делать курсовую, писать курсовую, но чё-то я этого не делаю. После того, как я сниму этот видосик, я обязательно приступлю к своей учебе, к своей курсовой работе. Еще один факт. У меня, кстати, богатое воображение. Я люблю играть в шахматы. Я знаю все правила, да, как ходит пешка, как ходит конь. Я не знаю, какой у меня разряд, в принципе. Да, это и не важно, какая разница, какой у тебя разряд по шахматам, если ты просто играешь в шахматы для того, чтобы просто быть. У меня много друзей. Знаете же, как говорят, да, что количество друзей, возможно, влияет их на качество. Типа, чем меньше друзей, тем они вернее, да, чем больше у человека друзей, тем, как сказать, они такие, как вот такие, да. Я не из тех людей.
Я из тех людей, где качество не влияет на их количество. То есть людей много и друзей много, они все хорошенькие, они все классненькие, они все светленькие, чистенькие. Я сейчас вот смотрю на себя как бы в этот объектив, да, в камеру, как бы вижу, да, себя, я понимаю, что я довольно-таки улыбчивый человек, я стараюсь улыбаться и стараюсь, чтобы все улыбались, да, вместе со мной прямо сейчас. Улыбайтесь. Для меня очень важно, когда меня поддерживают люди. Серьезно, это, наверное, самое приятное чувство, когда в тебя кто-то верит, когда тебя кто-то поддерживает и подсказывает тебе, как двигаться дальше, советуются с тобой. Это вообще, думаю, вообще для всех это важно. Поэтому поддерживайте друг друга. Когда-то давно я хотел стать учителем, преподавателем, хотя, я же, на педагога учусь! Я, получается, сейчас буду педагогом! Представьте себе, я буду преподавать русский язык и литературу в школе. Я же, кстати, участник КВН, да. Вот если кто не знает, у меня прям есть хорошая команда, да, называется она «Семья филфакеров», и недавно мы играли и заняли 2-е место. Я еще люблю эти саундтреки, которые прямо сейчас играют у вас, да, то есть эти песенки, мелодии, да, вот эта фоновая музыка, которая сейчас играет, она, не знаю, мне кажется, довольно-таки приятной. Послушайте ее, просто прислушайтесь к ней. Давайте вот просто послушаем, а я пока мысленно подумаю, какой еще факт можно сказать. Чем можно таким понтануться фактом, да, который можно удивить? Ничем. Хорошо, ладно, тогда значит, будем перечислять свои плохие, короче, качества. В первую очередь, лень. Лень, это, ёлк моё, если бы не лень, я думаю, каждый человек реально об этом говорит, что если бы не лень, я бы стал тем-то, я могу сделать это, если бы чертова не лень. Да, порой я бываю ленивым. Иногда я еще, бывает, кричу очень громко, и это реально тоже раздражает всех. А иногда нет, иногда это тоже всем нравится, и иногда я, знаете, кричу какие-то такие словечки, да, такие типа «У-у-у!». Иногда это просто бывают матершинные слова. Матершинные слова это не круто. Но если вы материтесь, я не буду вас осуждать. Смотрите, я делю матершинные слова на, скажем так, 2 стиля, да? Высокий стиль и низкий стиль. Высокий стиль это когда мат произносится тогда, когда он реально уместен. Потому что все-таки матершинные слова, они являются частью нашего языка. Они придают речи особо окрас. Люди, которые употребляют мат именно в том случае, когда это реально необходимо, да, просто по контексту, а не так, знаете, которые используют каждое слово на блин. Вы поняли, да? Через каждое слово. Я хочу перечислить все 50 фактов о себе. Черт. А есть, короче, маты высокие, которые, знаете, прям вот, не знаю, как-то из души это, по-моему, рвется. Вот представьте, да, вот к вам подходит, короче, не знаю, учитель или ваш декан и говорит: чувак, ты сдал экзамены все. И ты такой: от радости, конечно же, от радости. Я люблю витаминки, принимать витаминки. Такой вот крайний вид. Потому что витаминки — это тема. Люди недооценивают вообще витамины. Витамины есть, чувак. Если ты принимаешь витамины, ты на 30% становишься всегда здоровее, на 30% живешь дольше. Витаминки — это тема. Понимаете, такие дешевые в аптеках стоят. Это, кстати, это была не реклама. А реклама, кстати, будет прямо сейчас. И прорекламирую я, конечно же, свой канал Братян 7. У нас сейчас появилась классная функция доната. Да, это значит, что вы можете пожертвовать свои деньги, да, на развитие нашего паблика, да, с вами любимого нашего паблика Братян 7. Есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе и Инстаграм наш. Ну и, конечно же, по ссылке в описании, там внизу, все ссылки в описании, все внизу, там вот смотрите. Но самое главное, конечно же, донат. Донат, мне нравится вообще эта тема доната. Не потому, что я как бы корыстный человек и люблю как бы там денежки. Нет, это, кстати, еще один новый факт. Я не такой человек. Мне просто прикалывает эта идея. То есть увидеть насколько этот контент, который я делаю, да, и который мы делали когда-то, годен настолько, чтобы в него вкладывать деньги. Кстати, еще один факт. Когда-то на Братян 7 мы реально размещали рекламу, и нам за это платили. Как я помню, мы делали ролики для кафе Мока, для Black Food. И что-то еще, короче, было. На самом
самом деле, реально, роликов рекламных у нас было достаточно, и спонсоров наших движухи было довольно-таки много. И я сейчас говорю, что, ребят, это все еще актуально. Я готов сотрудничать со всеми людьми, если же вы, конечно, удовлетворите меня. Если вы мне предложите выгодную партию. Да. У меня есть, кстати, классная книга. Да, классная книга, которую, кстати, я почему-то в последнее время вообще как-то перестал о нем говорить. Поэтому я скажу здесь и прямо сейчас. Когда-то я писал классную книгу, которая называется «Я уеду жить в лето». К сожалению, только я ее читал, да, поэтому только я могу ее судить. Я же, собственно, являюсь его автором. Эта книга рассказывает о том, как один обыкновенный парень, которого зовут Рома Синицев, отправляется в детский лагерь, в новый детский лагерь, его как бы только-только построили. Вот, и отправляется туда вместе со своей младшей сестренкой, вместе со своими друзьями. И там же он в этой лагере тусуется, там есть как бы и другие ребята, да, дофига других ребят, которые тоже вместе с ним как бы тусят. И так, короче, проходит 20 дней, пока они там, в общем, зажигают и веселятся. Там с ним происходит множество разных вещей, его судьба, его любовь, дружба, отношения между молодыми, так как бы, и взрослыми, да, то есть как бы тема отцов и детей я там затрагиваю, и так далее, очень много всего. Но, к сожалению, к большому сожалению, эта книга пока еще в ближайшие несколько лет еще не увидит свой свет. Потому что я считаю, что довольно-таки еще рано ее выпускать, потому что на эту книгу я потратил куча времени, реально куча времени. Там 1163 страницы формата А4. Главное, что книга увидит свой свет еще не скоро. Еще не скоро. Вот это самое главное. Я удалил свое приложение Instagram у себя на телефоне. Так что, если вы мне там пишете в Инстаграме, да, в Инсте, в Директ там что-то присылаете мне какие-то личные сообщения, то я их не читаю, не смотрю. Вы можете там поставить лайки, комментировать, да, как бы, и меня там в Инстаграме на моем аккаунте нету. Я на других платформах. То есть ВК, YouTube. Ну там в Инстаграме у меня кое-что другое есть. Именно Братян7. Вот. Там я все выкладываю, все делаю. А на моем личном я туда не захожу. Зачем? Зачем? Я хочу спать, и это, блин, это моя мечта сейчас. Я хочу просто лечь спать и ничего этого не делать. А с другой стороны, я хочу пилить годноту. Еще, кстати, я не умею петь. Я не пою вообще, не умею петь. У меня голос вообще ужасен. Если сейчас попробуем что-нибудь спеть. Самый главный факт, который я хочу вот еще поделиться, тем, что я очень люблю свою девушку. Да, вот это самое главное. Я прям специально этот факт оставил на потом, самый последний, потому что он действительно самый значимый для меня. Ну, еще один, плюс один маленький факт скажу, что она эти выпуски все равно не смотрит. Серьезно, блин, моя девушка не смотрит Sunny Time, она не смотрит эти влоги, она не смотрит Братян7. Она вообще это не смотрит. Если вы сейчас это посмотрели, то и знаете, о ком я говорю, то скиньте ей этот видос, чтобы она посмотрела. Вот так вот. А с вами был Дугерман, и это было почти что 50 фактов о себе. Смотрите Братян7, смотрите Sunny Time. Я вас всех люблю, всех жду. Влоги обязательно еще будут. Ролики на подходе. Кидайте на наш донат, поддерживайте нас. Удачи вам, ребята! И с Новым годом!